За последние сутки в Чувашской республике выявлено 992 новых случая заболевания COVID-19. Вчера количество зараженных перевалило за 1000 человек. Ситуация в регионе оценивается как стабильно тяжелая. Сегодня на заседании оперативного штаба были приняты дополнительные ограничительные меры. Когда школьники сядут за партой и можно ли отметить корпоратив в заведении, расскажет Екатерина Никитко. За последнюю неделю в Чувашии зарегистрирован высокий уровень заболеваемости COVID-19. По сравнению с прошлой неделей показатели выросли в 3 раза. В январе недельная заболеваемость выросла у нас в 10 раз. На 4-й неделе в республике зарегистрирован 3373 случая COVID-19. Показатель заболеваемости составил 275,7 на 100 тысяч населения. Несмотря на высокую степень заражения, 5-я волна пандемии характерна низкой смертностью. Многие пациенты справляются с болезнью дома. При обнаружении симптомов COVID-19 можно вызвать мобильную бригаду и проконсультироваться с врачом. В этом жителям помогают медицинские колл-центры. Это значительно разгружает работу больниц. Процент свободного коечного фонда 10,5%. Мы видим, то есть заполнение коечного фонда, оно не такими темпами, как было в прошлую волну, но оно имеет место быть. Для оказания медицинской помощи на дому больницам были выделены 35 машин. За период с 31 января по 3 февраля уже 22 выезда у нас организовано по доставке лекарственных препаратов на дом, по проведению вакцинации на дому, доставке медицинских работников к больным. Одна из самых незащищенных групп населения – дети. На 4 февраля у нас 54 школы на дистанте из 18 муниципалитетов и 201 класс также у нас на дистанте. Из них 159 по коронавирусу и 42 по ОРЗ и ОРВИ. Сегодня принято решение о продлении дистанционного обучения для старших классов, а первоклассники отправятся на каникулы на неделю раньше, в понедельник, 7 февраля. Также глава Чувашии Олег Николаев напомнил о запрете на проведение корпоративов в кафе и ресторанах, даже со статусом ковид-фри зоны. Отметил, что необходимо продолжать соблюдать меры безопасности. Проводить массовые мероприятия, в том числе и спортивные, тоже запрещается. Все массовые мероприятия, в том числе на улице, там, где мы не имеем двух моментов. Первое – это ограниченный круг участников и возможность обеспечения всех мер безопасности, то есть вакцинация, ПЦР-тестирование всех участников, обеспечение всех иных мероприятий. Все такие мероприятия отменяем. Все, абсолютно все. Также закроют детские развлекательные площадки, которые находятся на территории торговых центров. Ограничения будут действовать до улучшения эпидобстановки в регионе. Екатерина Никитко, Павел Редков, Алексей Зотиков. Республика.